Мультфильмнің невбетегі қысманы біз енді ярын сейреті білеміз, үрметлі достар, шымдылық есе студиямызда тамаменді алышқанымыз кібі жанлы субет. Олажақ, келіңіз бераберлікте субетлешейік мұзафырлерімізден таныш олайық ве тамам гүзел мезуларны ашықлайық. Якын вақытларда Керич шәрінде халқларны бірлештірген бір мерақлы фестиваль олып кечежек ве тамам bu ақта біздің мұсафірлеріміз бізге тариф етежеклер. Біздің студиямызда есе Қырым Жұмхуриетінің халық яратылыжығы мерkezінің мудир муавины, Украинада нам қазанған санат эрбабы, Қырым Жұмхуриетінде нам қазанған медениет эрбабы Николай Антиуфриев ве Қырым Жұмхуриетінің халық яратылыжығы мерkezінің режиссері Эльвира Девликамова. Селям алейкум. Доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать в нашей студии. Доброе утро. А мне очень приятно видеть вас снова. Доброе утро. Мы не виделись, наверное, целый год. Это не из-за пандемии, а просто так случилось. И то, что вы нас пригласили, еще раз вам, как всегда, большое спасибо. Мне кажется, что за этот год вы просто не про все свои мероприятия нам захотели рассказывать. Шутка принимается, да, мероприятий у нас достаточно много. И вот сегодняшняя наша встреча связана с большим всероссийским интернациональным фестивалем «Дружба народов». В этом году он в Крыму проходит третий раз. Несмотря на, не будем говорить о сложных условиях, он все-таки проходит. Не было бюджетного финансирования. Мы выиграли грант Фонда культуры, национальные проекты Крыма. И благодаря этому вновь 15, да, по-моему, регионов? 15 регионов России приезжают к нам в Керчь. Замечательно. Именно сегодня стартует этот фестиваль. Да, орггруппа уже уехала вчера. Мы задержались, потому что не могли отказать вам в нашей встрече. Там все уже готовится к встрече. Сегодня рано утром приезжает Донецкая Народная Республика. Мы недавно были в Татарстане на совместном проекте «Огни Салхата». Заключили там предварительное соглашение с Казанским институтом культуры. И вот как такой джентльменский шаг в обратную сторону к нам приезжает из Татарстана впервые в этом году на нашу дружбу народов. Так значит, вы тоже сейчас из студии прямо в Керчь. Да? Да, очень большая программа. Эта программа вмещает в себе несколько больших мероприятий, но традиционные гала-концерты. В этом году впервые у нас будет проходить карнавал дружбы и праздник национальных культур. Многие регионы, которые приезжают к нам, приводят с собой свои уникальные обрядовые действия. И вот в последний день, 20 числа, у нас будет праздник национальных культур, 20-го, да, по-моему. И вообще мы вас приглашаем осветить, потому что на территории Крыма, опять же, все-таки приходится говорить, исходя из данной ситуации, это один из самых больших и знаковых проектов. Вот да, опять-таки, да, не будем говорить о сложностях, но все же в этом году есть ли какие-то изменения в формате проведения фестиваля? Вы знаете, безусловно, есть. И это не первый фестиваль. Предыдущие, вот недавно мы проводили Всероссийский «Крымская мозаика», недавно провели межрегиональные крымские тулумбасы. Из культмассового формата мы перешли в образовательно-информационный. С одной стороны, мы потеряли возможность в зрелищности, а с другой стороны, мы имеем возможность поработать непосредственно с руководителями, специалистами. Возвращаясь к нашей постоянной обычной теме, вот в этом году наш известный конкурс фестиваль крымско-татарского искусства «Дервиза» тоже прошел в онлайн-формате. И поскольку мы не имеем возможности проводить культмассовые мероприятия, в этом году он будет 23-24 сентября. 23-24 сентября в Морском, где мы проведем круглый стол, поговорим о развитии крымско-татарской культуры. Кстати, об этом мы говорили и в Астрахани недавно на форуме, и в Татарстане. Возвращаясь к вопросу, конечно,
есть свои ограничения. Ограничения, в первую очередь, это связаны с требованиями Роспотребнадзора. Это и маски, это и режим, это и социальная дистанция. Но надо отдать должное нашему, в первую очередь, Министерству культуры и госадминистрации Керчи сделали все возможное, чтобы вписаться в эти требования. И при этом надо не забывать, что мы выиграли грант, а у грантодателей всегда есть очень жесткие показатели. И соединить условия режима и показатели достаточно сложно, но мы на финишной прямой на это выходим и надеемся, что все у нас будет хорошо. Эльвира Ханом, Николай Борисович так в 2 словах рассказал, но все-таки подробнее хотелось бы узнать о программе фестиваля на протяжении нескольких дней. Что ждет гостей фестиваля? Ждет гостей фестиваля в первую очередь, конечно же, 2 концерта. Ну, мы все знаем, что такое дружба. Дружба, да, это то, что должно все время быть подпитано среди людей и среди артистов в первую очередь. Дружба народов. Зачем она нужна? Вообще, зачем нужен этот фестиваль? Ведь если не проводить такие фестивали, наверное, ну, я, например, многое увижу тоже в первый раз. Например, ансамбль даулистов. Вряд ли кто-то в Крыму бы мог куда-то поехать и где-то увидеть этот ансамбль. А так он приезжает сюда, к нам, в Крым, и зрители, и участники, в первую очередь, смогут стать участниками этого действа, увидеть этот концерт из Республики Татарстан, из Северной Осетии. Ну, вот я бы, например, если бы очень хотела, но все равно бы не смогла объехать эти 15 регионов, чтобы увидеть такую концертную программу. А здесь, пожалуйста, мы сами привезли, сами увидели. Конечно же, фестиваль, в первую очередь, это и себя показать, и на других посмотреть, и порадоваться. И, конечно, наша задача показать, какие мы разные, но какие мы все-таки единые. Это самое главное. Потом мы, конечно же, обменяемся разными мнениями о декоративно-прикладном творчестве. Будет выставка. И, как сказал Николай Борисович, будет карнавал дружбы, где будут представлены разные обряды. Многие привезли свадебные обряды, мы знаем, Калмыкия и Бурятия, очень редкие обряды. Мы знаем, что свадебный обряд, он всегда в себя вмещает разные стороны культуры. Это и кухня, это и танцы, это и песня, это и какие-то моменты любви между мужчиной и женщиной. Да? Ну, а с чего начинается всегда народ? Да? Это, конечно же, с любви мужчины и женщины и демонстрации этого свадебного обряда своему роду. А вот мы все станем зрителями вот такого замечательных свадебных обрядов разных народов. Это, мне кажется, очень-очень круто, что придумали в этом году. Но лучше один раз увидеть, поэтому Конечно. мы еще раз приглашаем вашу команду поучаствовать в нашем фестивале. И я хочу сказать, что действительно Эльвира очень точно заметила, в этом году есть нюансы, которые прошлые 2 года у нас не проходили. Кроме того, всегда и последнее время отличительной чертой нашей форумов является интеллектуальная составляющая. Практически в первый день состоится круглый стол. Вот я даже принес такую программку «Этнокультурная деятельность как форма укрепления межнационального согласия народов России, традиция и современность». Этот круглый стол мы проводим в 3-й раз, естественно, с разными темами. И вот здесь по-настоящему, уже будем так говорить, с научно-содержательной точки зрения, мы обсуждаем, как различный этнос, различные национальные культуры помогают нашей главной идее. Это сохранению и укреплению гражданской российской идентичности. Ведь у нас стоит 2 задачи. С одной стороны, это точное сохранение этноса, вот тех изюминок каждой культуры. Но с другой стороны, Россия многонациональная страна, и единая гражданская идентичность нам важна. Я оговорился, у нас не 15, у нас 20 регионов Российской Федерации. Да, и то есть, несмотря на то, что ежегодно проводится этот фестиваль, каждый раз можно открыть что-то новое для себя, и каждый год приготовлены определенные сюрпризы для гостей. Вы знаете, да, но с другой стороны, у нас уже есть
завсегдатые. Вот, например, в этом году ансамбль «Или», еще есть коллективы, но он запоминающийся очень. Приезжают уже, по-моему, третий, второй как точно раз подряд, и они уже любят. К нам постоянно приезжает Астрахань. Вот недавно, повторяю, мы были там на форуме, и они любят наш фестиваль. Из Северной, из Адыгеи буквально встретились, обнялись, уже дружба народов – это действительно дружба. Иногда возникает вопрос о том, что дружба народов достаточно такое старое, некоторые говорят архаичное название. И были мысли что-то изменить, пытались назвать как-то лад, да? по-иному. Но есть вещи неизменные, и, наверное, это здорово. Ну, на самом деле, дружба народов, она как бы это уже устоявшийся термин, мне кажется. И его не нужно менять, не нужно искать ему какие-то аналогии. И вот как есть, пусть так и будет, не нужно трогать. Не могу не вернуться, перепрыгивая из одного фестиваля в другой, к нашему фестивалю Дервиза. Я хочу сказать, что на всех форумах, где я бывал, мы рассказывали о стратегии, которые проповедует именно наш фестиваль. Интернациональный характер национальных праздников. Вот мы отмечали, помните, не первый раз, что победителями Дервизы были не только крымские татары, но и русские, украинцы. Полька была у нас, полячка была, которая взяла гран-при и так далее. А в этом году у нас есть победители, где руководитель победителя является не крымским татарином. То есть наша стратегия, наша программа об интеграции культур, она в действии. И, в общем-то, те, кто нас слушает, говорят, что будут к нам приезжать, перенимать наш опыт. Замечательно. Почему фестиваль проводится именно в Керчи? Почему выбор пал именно на этот город? Вы знаете, Керчь у нас такой регион, наверное, может, кто-то об этом не знает, но многие знают, что это у нас такая культурная Мекка. Там у нас замечательное управление культуры, замечательная администрация. Это не потому, что остальные плохие, нет, чтобы не подумали. Там Просто чисто, они в первую очередь. действительно профессионалы, они знают свое дело. Плюс есть еще одно преимущество, там очень хорошие творческие коллективы, которые также участвуют в фестивале «Дружба народов». И то есть нам, крымчанам, есть что показать приехавшим коллективам. Действительно, крымские коллективы очень сильные. Ну и само место, которое, это древнее все-таки, напитанное вот этой вот древностью национальных культур место. Площадь Ленина, где происходит очень много различных мероприятий. Потом это удобно чисто с режиссерской точки зрения. Там есть И географически, да, географически удобно. Гостям из других удобно, регионов кто России, заехал, да. То есть, ну вот поэтому, наверное. И есть Потом еще, это красиво. да, есть еще один маленький нюанс. В прошлом году у нас было бюджетное финансирование, и данный фестиваль шел в городе Керчь. Мы планировали изначально, что «Дружба народов» у нас будет путешествовать по нашему Крыму, для того, чтобы приезжающие к нам видели все многообразие нашего Крыма. Но поскольку в прошлом году она была в Керчи, и мы защищали грант, исходя из того местоположения, то есть мы уже базировались изначально, проект проходил в городе Герой Керчь. Поэтому здесь мы уже в любом случае не могли бы поменять. Это уже задача, которая была вписана в правила гранта. Все-таки приедут 20 регионов, представители 20 регионов, но Крым, он максимально многонациональный, да, и если вы говорили, там приезжают из Астрахани, из Татарстана, из Бурятии, Калмыкии, то в Крыму очень много представителей различных национальностей. Чем будет хвастаться Крым? Каждый год мы стараемся, чтобы наше представительство каким-то образом отличалось от представительства прошлых лет. И за все эти годы я, если буду не очень точен, может, меня Эльвира поправит, практически большинство национальных коллективов Крыма, начиная от профессиональных до любительских, у нас на фестивале «Дружба народов» было представлено.
В этом году не хочется каждый раз уходить на ситуацию. Мы не имеем возможности стягивать со всех сторон наших крымских исполнителей. Поэтому мы остановились на керченских коллективах, мы сделали упор на тех коллективы, которые к нам приедут, и к нам приедет на отдельную программу, отдельным транспортом, совершенно автономно коллектив «Иссак». Вот такое будет у нас представительство. И, конечно, тяжелый творческий груз в этом году лег на плечи именно Керчи, о чем сказала Эльвира. Но там достойное руководство, достойная культура и достойные коллективы. Они поддержат наше реноме. Очень интересный момент. То есть в фестивале принимают участие не только профессиональные коллективы, но и аматоры. Правильно? В первую очередь это все-таки коллективы, как правило, любительские, вот, но интеграция между профессиональным и любительским у нас последние годы всегда происходила. Вот Эльвира была инициатором проекта в прошлом году, и мы сделали Центр народного творчества, естественно, при поддержке нашего Министерства культуры, мы сделали театральные сезоны Крыма. И впервые вообще за историю Крымского полуострова мы целенаправленно собрали там профессиональные и лучшие любительские театры. И те скептики, которые говорили, что профессионалы и любители – это такая большая… Нет. Вот, допустим, Краснодарский Выиграл, коллектив, да, любительский коллектив. он показал настолько точную, настолько квалифицированную актерскую игру, что профессионалы сидели и говорили «да». То есть с каждым годом, ведь что сказал Станиславский? Станиславский сказал: искусство прописки не имеет. Хорошая нота, мне кажется, для завершения этой беседы. Действительно, замечательные слова. Надеюсь, мы не утомили вас? Нет, вы не Нет. утомили, просто я вот думаю, на самом деле, очень важно, да, действительно, то есть разницы не должно быть между начинающий, опытный. Все в рамках одного фестиваля имеют право на самореализацию. Потому что основная цель – это не соревноваться в умениях, а все-таки показать культуру, показать то, чем мы богаты. Поделиться с другими. Это Конечно. самое главное. Вы это делаете на протяжении долгих лет. Вам огромное спасибо за это. Мы желаем вам успехов. Тоже мы вас права держать не имеем сегодня. Вам нужно ехать, вам нужно работать. Поэтому желаем вам хорошего дня. И чтобы этот замечательный фестиваль, форум, круглый стол состоялся и все было хорошо. Спасибо. Спасибо огромное. Ждем вас. И Обязательно. мы вас всегда ждем с новыми проектами, с новыми фестивалями. Хорошего дня, удачи! Всех благ. Hürmetli dostlar, yayınımızın devamı etemiz. Ana vatanımızda elbette sabahdan pek soğuk ama gün devamında neler olacağını tamam şimdi avar retinden öğrenemiz.